İlk yazın çeketmesinin Moldova'da çeketti güzel bir zaman. Bugün laf edeceğiz öyle yurtu için nice mırçışor. Hangi adetler, bakalarlar, niye duygular kaplarlar insanları hem ne için onlar taşıyırlar o kırmızı yılın beyaz ipleri. Bugün öğreneceğiz yaşayanlardan ne nişanlar ona adını bu yurtu. Bakarsınız mı yurtuyu mırçışor Moldova'da? Evet. Ne sayını bakarsınız? Hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Taşıyırsınız mırçışorları Ruba'da? Arada bir. Var da işittiğiniz mi bu yurtu için mırçışor? Tabii. Ben burada 20 yıl ben buradayım. Moldova. Tabii Moldova'da. Siz taşıyırsınız mı mırçışorları Ruba'da? Tabii taşıyoruz. Празднуем, когда дети приходят, радуемся. Конечно, празднуем такому празднику. Все, наверное, радуются. Вы знаете, что символизирует красная и белая нити? Ну, красное, знаю, что красное всегда для любви хорошо, а белое для здоровья. Ну, это праздник весны. Каждый год празднуем праздник Мартишора. Скажите, а вы знаете, что значит красные и белые нити на мартишоре? Ну да, это же легенда фольклорная, связанная с кровью, с чистотой. Мы больше акцентируемся на 8 марта все-таки, поэтому для нас вообще март – это олицетворение весны, любви, надежды. Поэтому все праздники, каждый день праздник у нас в марте. Это прекрасное начало прекрасного периода года, весны, когда мы будем на днях буквально праздновать Международный женский день и поздравлять прекрасную половину человечества. Супер. А носите ли вы мартишоры? Иногда в душе, в основном в душе. А знаете ли вы, что значит красные и белые нити? Это была легенда, когда кровь там упала на этот цветочек беленький. Ну, в целом я очень рад, что люди соблюдают эти традиции, эти легенды, верят в сказку, а в сказку верить это всегда хорошо. Знаете ли вы, сколько по традиции носит мартишор? Кто-то носит весь месяц, да? А кто-то носит, сейчас будет проходить с 1 по 10 марта Мартишор 26, наверное, да? Как называется, музыкальный фестиваль, где артисты разъезжают по нашей прекрасной Молдове с концертами. Ну, каждый, наверное, как в нем в душе, пока не завянут цветочки, как говорят. Скажите, а дома как празднуете? Ну, мы с семьей, муж, ребенок. Покупаем торт, сладости и садимся и празднуем. Что А делать? носите ли вы мартишоры? Нет. Не носите. Одежду мы постоянно меняем. И постоянно его туда-сюда не очень-то. Скажите, а вы знаете, что символизируют красные и белые нити на мартишоре? 1 марта – это весенний праздник, который ждут, наверное, все люди на этом свете, потому что после холодной зимы приходит весна, солнце выходит, цветы цветут, и цветы цветут в душе у каждого человека. На 1 марта обязательно готовим мартишоры. Сейчас их можно купить, можно приготовить своими руками. Дарим друг другу весеннее настроение и желаем друг другу здоровья, благополучия и весеннего настроения на целый год. Два цвета мартишора, белый и красный, означает чистоту и любовь. Вы носите сами мартишоры? В последнее время нет. Не до этого, честно. Так что, а так, поздравляю вас с наступающим женским днем скоро. Никак не справилась, потому что пенсия маленькая. Вот пришла сейчас, получила 2000, иду сразу в аптеке лекарства покупать. Семейный праздник. Мы празднуем дома. Всегда мартишор носим. Ну, детям рассказываем, что это весенний праздник, самый первый, радостный. И с приходом весны, чтобы у всех было здоровье, счастья, желаю. А дарите ли вы кому-то мартишоры? Ну, в основном близким, родным, там, бабушке, мамам, где дети дарят мамам. А знаете ли вы, сколько длится праздник мартишор? Весь март. А про цвета, что они значат? Ну, красный – это кровь, белый – как бы цвет мира, добра. Насколько я знаю, это праздник любви. Носим у сердца мартишорчики. А дарите ли кому-то? Ну, обычно дети дарят учителям, воспитателям.